Доброе утро, Якутия! Наконец-таки долгожданная пятница наступила для многих последний рабочий день, для тех, кто не последний, для тех, для кого не последний, завтра последний, так что А может быть, крепитесь. послезавтра. Да, может быть, послезавтра. Ну а в целом пятидневная рабочая неделя подходит к концу. Наиболее распространена, тем более, поэтому тем, кто сегодня завершает ее рабочую неделю, имеется в виду, мы вас поздравляем с этим. Всего лишь даже уже меньше дня, по сути, полдня Да. прожить, Ну, конечно, это не проработать. может не радовать, не поднимать настроение. Абсолютно. Да, ну и как и наша программа, Да. которая обязательно поднимет вам настроение. Для этого мы сюда каждое утро и приходим, чтобы вместе с вами сказать «Доброе утро, Якутия». Утро Якутии в эфире. Катерина Винокурова, Павел Танин. После такого долгого вступления рада с вами поприветствоваться. Да, и 15 декабря на календаре. Несомненно. Сегодня чего? 16 дней до Нового года. Каждый день мы ведем отсчет, поэтому если вдруг вы не знаете, потерялись, сбились, такое бывает, да? Сколько дней еще Да, осталось? мы всегда с понедельника по пятницу напомним вам, сколько вам же остается. об этом. Ну а в ближайший час что нас ждет сегодня, Паш? Ожидаем в нашей студии Галину Васильеву, вице-президента Лиги женщин, ученые Якутии. Узнаем, чем же занимается сегодня организация, чем она дышит. Вообще поговорим о женщинах-ученых. Также поговорим о том, что коллекционируют якутяне. Да. Кроме того, естественно, пятница все-таки, это день последний, скоро выходные. Кто-то проводит и вечер пятницы уже в кругу семьи, в каких-то традициях таких уютных. Например, чаепитие, да, организовать почему бы и нет. Вот про чай мы поговорим немножко. Помимо этого, конечно же, вот говоря про Новый год, про оставшиеся дни, немножко затронем тему подарков новогодних. И вообще, в принципе, пятница классическая. У нас такая музыкальная всегда, поэтому к концу эфира в мир музыки мы с вами тоже погрузимся. А если быть конкретнее, под чарующие звуки такого замечательного инструмента, как саксофон. Именно так все и будет. Ну и не забывайте про наш телеграм-канал. QR-код видите на экране. Его можно отсканировать своим смартфоном и прямиком туда попасть. И, собственно, там тоже много интересного всего появляется всегда. Поэтому подписывайтесь, будьте с нами всегда. И будьте с утром, будете рано вставать. А кто рано встает, тому Бог дает. Ну и хотим напомнить, что вы, наши дорогие телезрители, можете отправлять свои интересные видео, фото на нашу электронную почту «Утро Якутии» @mail.ru. Сейчас вы ее видите на своих экранах, не стесняйтесь, можете присоединяться в ряды мобильных корреспондентов, и мы обязательно покажем ваши видео, фото в прямом эфире на всю республику. Ну а сейчас предлагаем вам посмотреть такое смешное короткое видео, которое прислал нам один из наших телезрителей. Это схватка двух баранов. На кадрах горные козлы встречаются в одном поединке на одном из склонов природного заповедника. Пока одно животное смиренно стоит и ожидает своего противника, другое забирается на скалы, чтобы нанести удар с разбегу. Животное можно встретить только на территории Кавказского хребта, и считается, что бои – это обычное поведение для гордых козлов. Самки могут сражаться только тогда, когда дело доходит до защиты своих детей, а самцы часто дерутся друг с другом за привилегию размножаться на собственной территории. Какая амплитуда, еще долго на задних лапах. И на второй, главное, выжидает, да? Да. Но тут это, мне кажется, чем-то похоже на Пасху, когда вот эта традиция биться вареными яйцами. И вот кто-то же просто держит, а второй бьет. А второй ждет. Второй ждет. Один бьет, другой ждет, и похоже очень. Почему-то мне это напомнило. Ну а теперь самая актуальная информация ждет вас о погоде. Сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 32-38 градусов мороза. В заречной группе 37-44, в южных 25-27, в Вилюйской группе 30-32, в Нижнеленских 39-42, в западных 29-35, в Колымади-Гирской группе от 17 до 30, в Янских от 25 до 37, на северо-западе 19-33 градуса. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила минус 36, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер южный со скоростью 2 метра в секунду. А днем нам обещают небольшой снег, ветер подует западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 29-31.
Узнали о погоде, а теперь пора узнать о самых последних и важных событиях в жизни мировой в том числе. Об этом расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Коротко о главных событиях к этому часу. Росавиация объявила результаты проведения отбора авиаперевозчиков для обеспечения доступности воздушных перевозок населению в 2024 году. Среди получателей субсидий авиакомпании, осуществляющие рейсы в Якутию. Как сообщает региональный Минтранс, в следующем году субсидии на перевозку льготных категорий граждан получат следующие авиакомпании. Авиакомпания «Якутия» на маршруты из Якутска во Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Минеральные воды, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Южный Сахалинск, из Нерюнгри в Москву и Новосибирск. Авиакомпания «Алроса» из Мирного в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск, а также из Полярного в Москву и Новосибирск. И авиакомпания «Аэрофлот» из Якутска в Москву. В Якутии продолжается комплексная реабилитация и социализация участников специальной военной операции и членов их семей. На сегодняшний день реабилитационные услуги оказаны 631 гражданину из числа участников и членов их семей. Профориентационной работой охвачены 353 человека, из них обучение прошли 48. Также оказывается содействие для дальнейшего трудоустройства. Родителям участников СВО также предоставляется льготно-санаторное курортное лечение. На сегодня им воспользовались 193 родителя участников СВО. Предлагается госсоцпомощь на основании социального контракта участникам специальной военной операции, членам их семей, если они хотят открыть свое собственное дело. Значит, уже 300 граждан обратились за данной помощью, как по направлению индивидуальной предпринимательской деятельности, так и по ведению личного подсобного хозяйства, на поиск работы, на преодоление трудной жизненной ситуации. И, соответственно, им, конечно, эта помощь оказана. Следует напомнить, что на сегодня размер социального контракта по направлениям индивидуальная предпринимательская деятельность и на ведение личного подсобного хозяйства составляет до 500 тысяч рублей. Людям с инвалидностью теперь будет комфортнее посещать Дом культуры Чернышевского. Учреждение оборудовали приспособлениями для маломобильных граждан. Республиканские районные бюджеты выделили на эти цели 290 тысяч по программе «Доступная среда». Сегодня в поселке проживают около 500 людей с ограниченными возможностями здоровья, и местный Дом культуры посещают часто. Концерты, выставки и викторины проводят постояльцы местного дома-интерната для престарелых. Теперь в ДК есть тактильно-звуковая схема, световое табло, информационные знаки и тактильное покрытие. Ну а по периметру здания в санузле рабочие установили поручни. В Ленском районе со следующего года снова заработает программа здравоохранения. Такое решение было принято новым главой района Александром Черепановым. Благодаря программе у Ленской ЦРБ появится возможность закупать дорогостоящее медицинское оборудование, а также создать благоприятные условия для приезжих врачей. Ежегодно из районного бюджета на эти цели будет выделяться по 30 миллионов рублей. Сейчас мы уже понимаем, что у нас есть возможность закупить необходимое нам оборудование в рамках вот этих вот положенных нам средств. Вообще нам очень нужно передвижной флюорограф и маммограф. То есть это позволило бы нам, во-первых, обследовать жителей всего района. Безусловно, что к любому оборудованию нужны еще и кадры. Поэтому, конечно же, и кадровая программа у нас сейчас тоже в фокусе внимания, думаю, стоит. На днях в детском саду Хатынчана Амгинского улуса открылась картинная галерея «Чичир». Первыми в галерее представлены картины известного художника, члена Творческого союза художников России и Якутии Николая Рязанского. Авторами проекта являются воспитатели детского сада Надежда Захарова, Алена Толстоухова и Мария Игнатьева. Проект направлен на развитие художественно-эстетического направления в развитии детей, формирование гражданской и культурной идентичности и приобщение детей к традиционным духовно-нравственным ценностям. Наша галерея «Чичир» создана для наших детей, чтобы приобщить детей к прекрасному для духовно-нравственного патриотического воспитания детей. Первая наша выставка посвящена работам нашего земляка Рязанского Николая Николаевича. Надеемся, что у нас в нашей галерее будет много посетителей. Ну что,
Теперь самое время узнать, чем же ознаменован день 15 декабря на календаре. Да, какие события произошли, кто именины отмечает, и в том числе и народные, и Самый праздники. вопрос, который тебя беспокоит. Естественно, каждый день мы с Катей ждем этого момента. А ты отмечаешь свои именины, да? Нет, мне просто радостно. Я заметил такую тенденцию, что очень много именин у Павла. Самое, по-моему, распространенное имя, у которого именины. Очень Возможно, часто. возможно. Очень часто. Ну, посмотрим, что сегодняшний день сулит. Ну, помимо этого, конечно же, посмотрим, какие события исторические произошли в этот день. Давай. На календаре 15 декабря. Сегодня отмечают Международный день чая, День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, День радиотехнических войск ВКС РФ. По народному календарю этот праздник посвящен памяти ветхозаветного пророка Аввакума. В старину в этот день было принято читать заговоры от бессонницы. Люди проводили обряды, которые должны были отпугивать ночниц, нечистую силу, которая по ночам пугала детей. Молодые девушки в этот вечер собирались на посиделки. Они веселились и занимались рукоделием. Обильный снег в этот день предвещает изобилие травы и удачный сенокос. В этот день Екатерина Алексеевна была коронована в Москве и стала императрицей Всероссийской с именем Екатерина II. В Санкт-Петербурге основан Пушкинский дом, научное учреждение в системе РАН и одно из старейших литературных музеев России. Здесь хранятся самое богатое собрание документальных и художественных материалов, связанных с историей русской литературы. День образования Организации ООН по охране окружающей среды. В этот день родились Генри Чарльз Керри, американский экономист, Янош Бояи, венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии, Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель, Антуан Анри Беккерель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат, Аки Сейфорд, шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира, Дон Джонсон, американский актер и певец, Андрей Разбаш, российский телеведущий, режиссер, продюсер. Именины сегодня отмечают Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Мира, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор. Что, Паш, я тебя поздравляю. Спасибо. Надо купить тортика. День удался. День уже задался. Уже задался. С самого начала нужно теперь купить тортик и попить чай, потому что, как мы уже говорили, сегодня отмечается День чая. Чай пьют все без исключения. Это бодрящий, полезный напиток. Рецепт приготовления чая был получен совершенно случайным образом. Считается, что еще за 2700 лет до нашей эры китайский император по имени Шэнь Нун пожелал отдохнуть в тени одного из деревьев. Правитель захотел пить и указал подать горячую воду. Пока вода остывала, в нее упало несколько листочков с дерева. Император из любопытства решил попробовать получившийся настой, и он был очень доволен. Само это дерево было диким растением, которое сегодня известно как камелия китайская. На данный момент насчитывается 1500 разновидностей чая, который в большинстве стран мира называют черным, в Китае именуют красным. Ежегодно вся британская нация поглощает как минимум 18 миллиардов литров напитка. Молоко к чаю изначально добавляли не только для вкуса, но и для того, чтобы некачественные фарфоровые чашки могли треснуть, когда в них сразу наливают горячий чай. Если вначале налить в чашку молоко, то горячий чай уже не будет обжигать тонкие стенки фарфора, а значит, не произойдет резкого перепада температуры, который может навредить этому хрупкому материалу. Чайные пакетики же были изобретены в начале 1900-х годов, то есть в начале прошлого века. Есть некоторые дискуссии о том, когда был изобретен первый чайный пакетик. В 1908 году американский бизнесмен Томас Салливан отправил образцы чая в тонких шелковых мешочках, которые покупатели окунали прямо в горячую воду. Однако именно история Салливана стала очень популярной и наиболее известна в настоящее время.
Ну, пакетированный чай самый, конечно, да, распространенный. И вообще, вот ты чай больше или кофе? Потому что сегодня, мне кажется, мир вот делится и начинается какой-то вот перевал уже в сторону кофе. Вообще я утро начинаю с кофе, а в течение дня могу выпить чай с молоком, кстати. Ну, а я как истинный ценитель 5 o'clock tea. Ну, нет, я просто люблю чай и чай с лимоном. В свое время даже любил с молоком пить, а сейчас вот с молоком как-то даже не А я, наоборот, нравится. со временем начала пить. Да, вот, с вот молоком. как по-разному вкусы меняются, так же, как с оливками и маслинами. Ну, а помимо бодрящего чая, утром, конечно же, необходим полезный завтрак. И прямо сейчас покажем вам, насколько быстрые, несколько быстрых и вкусных рецептов завтрака. Сегодня мы в гостях у Евгении Щукиной. Мы сегодня будем готовить завтрак необычный. Первый рецепт у нас будет мартышки. Он очень прост. И мы их зальем, пока они у нас подстывают. У нас, кстати, уже погода нам, кстати, под нас подстроилась. Позволяет. Ты делаешь по какому-то не классический, да? Не классический Нет, рецепт. у нас не классический рецепт. Для наших мартышек потребуется это творог. Ну вот, сначала То есть творожные, да? творожные, да. Мы Мартышки. добавляем брусничку нашу. Также вы можете добавить любую другую ягоду. Добавляем мы сливки. Сливки мы добавляем совсем чуть-чуть. Я всегда использую, кстати, белорусскую сгущенку Рогачев, потому что она без всяких привкусов, да. Все туда добавили и взбиваем. О, Красота. красота. Я впервые сама заливаю формочку. Мне обычно дети делают. Ага. Ну, им интересен этот процесс тоже. Так, так, на балкон выносим, пускай замерзает. Пока наши мартышки подмерзают, мы начинаем готовить наши брускеты. Брускеты будут делаться у нас из чесночного соуса с оливковым маслом. Также у нас мы используем батон из гречишного хлеба. Он идет бездрожжевой, чисто на гречишной муке. Отожмем от традиционным способом. Оливковое масло я беру именно рафинированное, оно без горчинки идет. Немножко подзаливаем, чтобы у нас настоялось. Так, пока она настаивается, мы берем наш противень и сюда хлебушек выкладываем. Так, ну, в любом положении. Чуть-чуть подсаливаем, ну и просто чуть-чуть вот так обливаем. Не сильно там. Так, мы отправляем его в духовку. Насколько? Примерно на... Я 180-200 делаю. И с обоих сторон, чтобы он подсушил сверху и снизу. Мы начинаем так, пашот делаем. Так, ждем, когда наша сковородка нагреется, полностью прогреется и будет очень горячая. Кстати, это тоже, наверное, свой секрет готовки пашота, потому что многие на холодную и на нагретую. И огонь такой нормальный, да? На среднем огне. Короче, чуть-чуть не прогрелось, но ничего страшного. Так, сразу смотрите, эту сторону мы подсаливаем. Желток, да? Желток, белок там. Ну, я сразу, допустим, его перчу, чтобы он внутрь уже впитался в этот белок чеснока. И паприка. Паприку я тоже, кстати, везде добавляю. Вот так. Ну и все вот. Хоп, хоп. Вот. Так, наши брускеты уже подостыли. Ага. Теперь, да, мы берем просто любой творожный сыр. Принцип простой, просто все намазываете, да? Так, мы сделаем два вида брускет. Одну мы сделаем с окороком. Можете любую тоже ветчину использовать, там, семгу. Все это украшаем нашими.
самая вкусная семга – это семга, приготовленная собственноручно, да? Обычно я ее подмораживаю, чтобы было, ну, легче было резать. Ну, тут немножко, ладно, зато смотрите, сколько омеги. Прямо уже. И сверху огурчики, да? Да, сверху огурчики ложим. И немножко укропом тоже украшаем. Ну вот они у нас, смотрите, когда у нас на улице холодно, что так, вот такая, вот преимущество силиконовой формочки, да? Видите, как текстура сохраняется. Так, ну что, наш прекрасный полноценный завтрак готов? Готов, и мы будем сейчас пробовать все. Женя, тебе спасибо огромное. Да, ждем с нетерпением следующей нашей встречи. Ну, а всем хочется пожелать готовить в свое удовольствие, с хорошим настроением, как делает это Женя. Вам приятного аппетита, готовьте, хорошего настроения. И наслаждайтесь. Всего хорошего, всем спасибо. Все. Это вот радость Катина в конце. Да, мы прям очень... Наконец-то кушать! Снимали вы это в обед где-то, и хотелось очень, конечно же, перекусить. Но вот, собственно, вот такой простой, на самом деле, незамысловатый завтрак. Да, и да, очень вкусный, сытный, плотный, вот как надо. Да, и причем как бы не так, что вот мы посмотрели вместе с вами и сделали вывод. Ты же попробовал это все. Да. Очень вкусно Да. и просто очень готовится. Очень вкусно, жива, здорова, никто не пострадал. Ну, вообще, да, приятного аппетита всем, кто завтракает в эту минуту. Вообще давно научно доказано, что утро – это главное время для потребления еды. Так мы насыщаем свой организм нужными элементами и силами. Кстати говоря, о науке. Да. В Северо-Восточном федеральном университете сегодня состоится научно-практическая конференция «Женщины и вызовы современности» и отчетно-выборное собрание Лиги женщин ученые Якутии. И сегодня в наших гостях... Да, Васильева Галина Сафроновна, вице-президент Лиги женщин и ученые Якутии, доцент кафедры экологии Института естественных наук. Галина Сафроновна, доброе утро. Доброе утро. Всем очень доброго утра. Да. Ну, вот хотелось бы подробнее узнать вообще о Лиге вашей, о работе и вообще история образования Лиги женщин и ученые Якутии. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, история, в общем, довольно давняя. Это все началось в 1995 году, когда, ну, время, сами знаете, какое было время, когда страна одна рухнула, появилась другая страна, реформы, рыночная экономика. И в первом, конечно, пострадали кто? Социальная сфера, как бы наука в том числе, да. И вот женщины остались многие без работы, потому что не знали, многие институты закрылись, лаборатории закрылись, что будет впереди, как быть с научными званиями, с этими степенями, как быть, чем заниматься. Если женщины-предприниматели, к которым я тоже имею отношение, как-то выкрутились, они начали там заниматься бизнесом, с учеными то посложнее. ученые, конечно, они были несколько растеряны. И в этом плане, конечно, в 1995 году вот пришла хорошая мысль нашему первому президенту Лиги Никитиной Екатерине Семеновне, который решил, что в принципе у нас в республике достаточно много женщин, которые имеют степени кандидатские, докторские, и надо их объединить. Это была очень хорошая идея, потому что никто не знал, куда двигаться. А все-таки, когда люди объединяются, они мозговым штурмом начинают думать, что делать, как двигаться и что делать дальше. То есть Лига это такое стало, грубо говоря, не то что путеводной звездой, а таким ориентиром скорее. Да, ориентиром, объединением, какие-то вот уверенность какую-то людям, что дальше что-то можно делать, и что наука это не пропадет, и что наука это все-таки двигатель прогресса в дальнейшем, да? Вот. Ну вот в настоящее время, конечно, за эти годы, это 28 лет прошло, все-таки развивалась, и наша лига развивалась в этом плане. Сейчас у нас более 700 женщин, которые имеют различные степени. Из них, например, около 80 это доктора наук и около 50 кандидата наук. Это очень мощная такая хорошая сила наша, на которую можно вот опираться и дальше двигаться. Ну а кого сегодня принимают в члены Лиги женщин? Всех, кто имеет
какие-то степени защитил кандидатские. Ну, сказать точное количество, сколько у нас ученых сейчас невозможно, потому что у нас почти каждый месяц кто-то защищается, появляются новые кандидаты, новые доктора наук. Поэтому то вот... минимальный порог вхождения – это кандидатская. А становится ли больше молодых? В последнее время, да, вот кандидатские сейчас много защищается молодых, это очень отрадно. Но вообще сейчас, конечно, для молодых очень много возможностей стало, потому что науку поддерживают, и если у человека есть желание двигаться, какие-то новые идеи, то, пожалуйста, вполне можно выиграть гранты, защитить какие-то темы через научный фонд российский, да, получить деньги и заниматься своей вот какой-то излюбленной темой. А вообще расскажите об основных видах сегодня деятельности Лиги женщины-ученые. Ну как, это же просто общественная организация. То есть, может быть, опять же, помощь какая-то? Да. Помощь, ну, не материальная, конечно, духовная помощь. Помощь вот направить, помочь, познакомить друг с другом, какие-то обменяться опытом, обмен мнениями и так далее. Это тоже очень много. Вот проведение различных конференций, как вот сегодня у нас проходит конференция «Женщины. Вызов современности», как вы сказали, да, и отчетно-выборное собрание. Женщины выступают сегодня с докладами, с выступлениями, с разных подразделений. Мы же не только университеты объединяем, женщины все, там есть ученые женщины Якутского научного центра, Академия наук Республики Саха-Якутия, институты, которые вот отдельно, например, НИИ сельского хозяйства или АГАТУ наши, вот они тоже являются членами нашей лиги. Галина Сафроновна, вот как вообще вы сами совмещаете науку, общественную деятельность, оставаться при этом женщиной, мамой, да? Ну, как сказать, еще большая преподавательская деятельность, это в основном не столько наука занимается, сколько преподавательской деятельностью, да, вот, и, конечно, достаточно сложно, потому что наука, так же, как и бизнес, ее не бросишь, вот, если у тебя в голове тема, то ты с ней спишь и ходишь, и день, и ночь, и выходных нету, ни праздников, ничего. Как у нас говорит, любит говорить одна моя коллега, доктор географических наук, Пестрюкова Людмила Гафьевна, говорит, статья между салатами. Вот примерно вот так вот и работает. Да, и это же реалии такие. Да, это такие реалии. Ваши. Ну, мне кажется, в науку все-таки люди, опять же, идут по зову сердца, как правило. Конечно, поэтому это не скажу, наверное, что это в тягость, это, скорее всего, вот удовольствие, что ты постоянно в этом научном потоке. Это удовольствие, потому что все время в поиске, все время голова работает, что-то там надо делать, аналитические какие-то, экспериментальные опыты и так далее. Особенно это относится вот к естественно-научному процессу, да. Кстати, вот как раз сегодня вы посмотрели, мы говорили, сколько, оказывается, событий в мире произошло, да, сегодня именно в этот день, 15 декабря. И у нас два события. Это, значит, отчетно-выборное собрание и конференция Лиги женщин. И в то же время у нас сегодня 85 лет естественно-научному образованию нашего университета. 85 лет. Это когда-то был биологический факультет Якутского госуниверситета. Теперь он перерос в Институт естественных наук Северо-Восточного федерального университета. И сегодня мы вот празднуем тоже 85 лет. Хорошая и дата, приглашаем, конечно. пользуясь случаем, приглашаю всех выпускников сегодня в культурный центр «Сергеляхские огни» на торжественный вечер. Пожалуйста, приходите. Галина Сафроновна, ну и в завершение нашего разговора, да, у вас есть время вообще свободное на хобби? Может быть, вы что-то коллекционируете так между... Нет, я ничего не коллекционирую, к сожалению. Я коллекционирую, так скажем, людей. Мне нравится общаться с людьми. И, скорее всего, хорошие воспоминания. Да, с людьми общаться, обменяться мнениями, чаек попить. Все вот это тоже как хобби можно рассматривать, наверное. И тоже в какой-то степени коллекция. Галина Сафроновна, спасибо вам большое. Еще раз поздравляю вас, опять же, с 85-летием кафедры естественных наук. И пусть я хотела сказать, вот самое главное, я же забыла сказать о том, что у нас президент это были в свое время, вот, вспомнить Мордовскую Анну, вспомнить Петрову, Антонину Николаевну, которые были президентами, но они, к сожалению, очень рано ушли из жизни. После этого, значит, президентом была Гармаева
Дамира. И наша сейчас президент, это Савина Надежда Валерьевна, которая несет очень большую работу. Она доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедры. Поэтому вот она у нас молодец. Вот, спасибо, Галина Сафроновна. Ну, вот, кстати, к слову, почему мы спрашивали про коллекцию. Как утверждает статистика, более 20% населения страны занимается коллекционированием. В России коллекционеров 37%. При этом интересно, что женщин-коллекционеров намного меньше, чем мужчин. Также большинству коллекционеров за 50. Это удивительные люди. Они видят в обычном объекте для остальных ценность, историю и значимость. Кроме этого, по статистическим данным, те, кто занимается данным видом деятельности, создают коллекции, обычно становятся довольно обеспеченными. Самая дорогая частная коллекция, проданная с аукциона, стоила $207 миллионов. В ней были собраны произведения искусства. Самым популярным видом коллекционирования в мире считается коллекционирование монет нумизматика. При этом в России каждый пятый коллекционер нумизматики. Самым развивающимся по скорости является коллекционирование фотографий. А самой первой коллекцией была коллекция растений. Это первая коллекция, которая упоминается и описывается в научном труде. Ну а теперь предлагаем вам посмотреть, что же коллекционируют якутяне. Коллекционирование монет называется нумизматикой. Такое занятие отлично расширяет кругозор, ведь каждая монета – это источник самых разных знаний. Филология, история, археология, география. А популярно ли такое хобби среди мирнинцев? Узнаем у прохожих. Подскажите, пожалуйста, вы что-нибудь коллекционируете? К сожалению, даже не знаю. Ну, старые вещи-то есть. Ну, можно сказать, что я коллекционирую. Ножи, монеты Советского Союза. Расскажите, пожалуйста, нам про монеты. Монеты, начиная с 1820 года, 17 года. Что коллекционируете? Открытки. Какие? Ну, из художественных галерей или из разных городов. В нашем обиходе какие монеты были, за границу летали, кто-то привозил, вот и монеты, пожалуйста. Обменивался с кем-нибудь? Обменивался. Это даже в разных городах с ребятами созванивались, обменивались монетами, потому что это очень интересно. У меня есть подруга, она коллекционирует елочные игрушки с разных стран. А собираетесь начать что-то коллекционировать? Монеты. Почему именно монеты? Дед коллекционировал, отец коллекционировал. Тоже собирал коллекционировать. О, есть у меня царские, вот пятерки, десятки, это 7,5 царских рублей, да. А вы обмениваетесь как-то монетами? Не обмениваюсь никак, потому что поддельные могут быть. Какая монета у вас самая редкая? Ну, самая редкая монета та, например, страны, которой уже нет. Это Социалистическая Федеративная Республика Югославия. А потом, старые русские монеты, японские монеты. Судя по опросу, нумизматика как способ расслабиться после тяжелого трудового дня более популярна среди мужчин. Ну а как мы уже сказали, самая дорогая коллекция бывает из произведений искусств. Далее давайте посмотрим картины художника, который в будущем, возможно, станет вожделенным экспонатом для коллекции, а может быть уже стал. Ефим Михайлович Шапошников – удивительный художник, человек необыкновенно большой и доброй души. Именно он в Якутии по праву считается родоначальником книжной графики для детей. Родился художник в 1926 году в Намском Улусе, в простой трудовой семье. Его отец трудился в колхозе бухгалтером, но, как сказали бы сейчас, имел хобби. Когда выдавалась свободная минута, он занимался рисованием. И сына к этому приучал. Часто приносил маленькому Ефиму бумагу, карандаши и советовал ему перерисовывать рисунки из книг. А потому неудивительно, что с самого детства у маленького Ефима Шапошникова росло и крепло желание стать художником. Когда в 1945 году в Якутске состоялся первый набор в художественное училище, неудивительно, что Ефим Шапошников отправился постигать ремесло художника. После окончания училища Ефим Михайлович некоторое время проработал учителем рисования и только затем отправился поступать в Харьковский художественный институт. С самого детства он
очень много любил читать, обращал внимание на книжную иллюстрацию. Став старше, подружился со многими якутскими писателями и поэтами. И еще в годы учебы в художественном училище начал заниматься книжной иллюстрацией, оформлял книги для детей. Вообще мир ребенка с его радостями и невзгодами, с его невероятными приключениями и радостным взглядом на жизнь был всегда очень понятен и доступен художнику. Ефим Михайлович Шапошников был участником многих республиканских, зональных и всесоюзных художественных выставок. И на каждой выставке представленные работы художника неизменно находили своего зрителя и привлекали большое внимание. На выставке «Вечный дозор», приуроченный к 23 февраля, Дню защитника Отечества, представлен очень интересный графический лист художника «Эссех Победы» из серии «Люди реки Саргучан». Как говорил близкий друг художника, искусствовед Иннокентий Потапов, Саргучан — это, скорее всего, вымышленное слово и происходит от якутского слова «саргу», что значит «счастье». Вообще сама серия, которая выполнена в технике линогравюры, показывает сказочную красоту природы Якутии. Заключительным листом всей серии стал «Эссех Победы». Как вспоминает сам художник, идея пришла к нему очень быстро, и всю работу он выполнил буквально в один присест, без единого подготовительного наброска и эскиза. Гравировать начал снизу, постепенно прорабатывая второй и последний план. Сама многофигурная композиция открывается изображением девушек, которые играют на музыкальных инструментах, таких как домбра, бубен и хомуст. Второй ряд показывает нам угощение кумысом фронтовиков, людей разных национальностей, а последние ряды показывают нам многочисленные круги танцев осохой и состязания национальных игр. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это произведение своими глазами. Ну, а мы продолжаем. Вы спросите, сколько? Мы ответим 16, и уже говорили 16. 16 дней остается до Нового года, все меньше и меньше с каждым днем. И вот, Кать, ты уже все собралась, готова? У тебя набор подарков для близких и родных уже готов? Нет, к сожалению, нет. Я вот из числа тех людей, которые делают это все в последний момент. Вот каждый год хочу взять за привычку не заранее. Мастер спорта по единоборствам в очереди 30 декабря. Могу, умею, практикую. Позвони в Федерацию единоборств, может быть, там этот пунктик тоже есть, кто покупает подарки. Нет, я, кстати, а ты вот я уже готов, вот да? второй или третий год практикую, что подарки нужно в общем, начало декабря я уже упакованный подарками. До того, как все начнут бегать. Какой молодец. Ну, потому что товары-то одни и те же будут фактически, уже знаешь, что будешь дарить. Ну, вообще, вам, дорогие... Да, и вам желаем быть как Паша. Да. Да, не затягивать. И именины будут почти каждый день. Да. Вот, в общем, да, советую вам не затягивать с приобретением и вообще расскажем сейчас вам советов полезно даем, какие подарки выбирать. Один из главных вопросов декабря – что дарить на Новый год? И тут все зависит от того, кому дарите и его желаний, а никак не от предпочтений дарителя. Если все же затрудняетесь с выбором подарка, можно напрямую спросить, что ваши родные, близкие или друзья хотят на Новый год. Что бы вы хотели получить на Новый год? Швейную машинку. Ну, скорее всего, сертификат в Литуале хотя бы. Все что угодно. Все равно приятно. Даже не знаю пока. Квартиру. Я бы хотела велосипед. А вы? Велосипед. Не знаю даже что. Все. Хорошее. Только хорошее все. Если честно, я бы хотела получить просто сладкий подарок. Ну, кто сказал, что конфеты – универсальный подарок? А если тот, кому дарите, давно сидит на диете и предпочел бы умный гаджет для активного отдыха или спортивный тренажер? Однако подобные вещи можно дарить, если только получатель озвучил именно их в качестве подарка. И, как советуют специалисты, лучше всего составлять заранее список желаемых презентов. Тогда и проблем с нежелательным подарком не возникнет. Я бы сувениры не хотела, которые просто поставила на полку, но такие вот очень некрасивые сувениры. Но есть же такой прям типаж.
Его очень любят продавать в каких-то пыльных магазинах. И иногда мне перепадают такие штуки, и прям видно, что вот без души подарок, просто взяли что-то из дома и придарили. Вот это мне бы не хотелось. А что дарить коллегам? Специалисты по этикету советуют готовить подарки не всем, а только тем, кого вы искренне хотите порадовать. Чайные пары, красивые бокалы, чай, кофе, уютный плед – все, что в доме не будет лишним и будет напоминать о дарителе. Удачных подарков! Туяра Филиппова, Даяна Федорова, Григорий Охлопков, Якутск. Доброе утро. Далее блок новостей. В Национальном центре медицины имени Михаила Николаева открылся культурный центр, созданный в рамках развития корпоративной программы больницы. В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных структур и образовательных организаций республики. Главная цель – это профилактика профессионального выгорания, создание благоприятного психологического климата и раскрытие творческих талантов сотрудников больницы. Во время открытия состоялось подписание соглашения о создании научно-образовательного консорциума между Республиканской больницей номер 1 и Арктическим государственным институтом культуры и искусств. Я как руководитель уверен, что наш культурный центр даст последующим и достойно будет представлять не только наш Национальный центр медицины, но и систему здравоохранения, ведущих в том числе мероприятиях, проводимых и в Российской Федерации, и на международной площадке. И открытие нашего культурного центра связано действительно с запросами нашего коллектива на сегодняшний день, потому что нас более 3000 сотрудников, и среди наших сотрудников есть много талантов. Молодежный десант исполнителей эпоса проведут вечера Олонхо в Татинском и Амгинском районах. Также в ходе поездки будут отсняты исполнения татинских и амгинских сказителей с целью сохранения наследия в цифре. Организаторы поясняют, что носителей жанра старшего возраста с каждым годом становится все меньше, а ведь именно они близки к аутентичному исполнению. Видеоверсии послужат обучающим материалом, а также помогут сделать Олонхо доступным для широкой аудитории. В ходе поездки помимо этого будут проведены мастер-классы, ориентационные встречи. Культурой заниматься 3 года назад мне появилось. Хотелось петь, танцевать. Потом я крыловое пение, у нас крыловым пением заниматься начал. Инструмент себе купил первый, потом начал осваивать и пошло. И эпос учить уже. Это самый главный инструмент сказителя. Кто эпос исполняет, тот играет на этом инструменте, мелодию передает. Этот проект понравился тем, что не забывайте, что у нас есть эпос, и с малых лет объясняем, что эпос существует и продолжает существовать. На Первом канале скоро выйдут выпуски передачи «Жизнь своих» о Якутии. Всего программа посвятила республике 2 выпуска. Первый выйдет 24 декабря, второй – 8 января. Напомню, съемочная команда передачи «Жизнь своих» посетила республику в ноябре этого года. Представители Первого канала ставили перед собой задачу показать якутскую зиму. Например, они побывали на крестьянском рынке в Якутске и встретились с Чисханом. Кроме того, в передаче расскажут о масс-рестлинге и национальных музыкальных инструментах. Сборы якутских фильмов достигли рекордных 95 миллионов рублей. Эксперты полагают, что к концу декабря сумма может увеличиться до 100 миллионов. Так, 21 декабря в прокат должна выйти комедия «Зина Леха 2. Новогодний маскарад». Неплохую кассу может собрать и фильм «Деньги возмездия», премьера которого состоялась 7 декабря. Всего в этом году в прокат вышли 9 фильмов якутского производства, и 6 из них занимают верхние строчки по прокатным сборам. В Якутске стартовала культурно-спортивная спартакиада «Кубок Арктики» среди молодежи 12 арктических районов. На спартакиаде будет задействовано 7 спортивных объектов столицы. В борьбу за кубок вступили 375 спортсменов. В программе мероприятия волейбол, мини-футбол, хапсагай, метание аркана и сдача нормативов ГТО. А также запланирована культурная программа. Это конкурс мастериц, художественный рисунок, конкурс вокала и хореографии. Спартакиада продлится 2 дня. По итогам победители и призеры получат денежные призы. Масштабное в республике событие организуется по инициативе жителей Жиганского района. Как эстафета будем передавать следующему, чтобы каждый район был ответственным при проведении этих мероприятий. И в следующем году мы передадим это проведение
мероприятия Анабарскому району. С главой уже договоренность есть. Ну, по срокам мы со главами тоже отработаем. И я думаю, ноябрь, декабрь это самое оптимальное, потому что вот чтобы студенты подготовились, и чтобы администрация районов тоже внесли, как говорится, свою лепту в здоровый образ жизни. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Доброе утро, мы продолжаем. Ну и, конечно, в завершении нашего эфира, по традиции, да, по пятницам. Ну, мы любим, да, послушать музыку вместе с вами, здесь клипы какие-то посмотреть. Ну, а сейчас у нас в гостях уникальный человек и педагог, писатель, полиглот, говорящий на 15 языках, психотерапевт при этом, методист, предприниматель и саксофонист. Это не забегая вперед, да. И это, по-моему, еще не все. Будем слушать. Да? Возможно, это еще не все. У него прямо узнаем. Евгений Ковешников у нас в гостях. Евгений, доброе утро. Да, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно. Вы не в первый раз у нас в Якутии. Да, я в Якутии уже 5-й раз. Ага. 5-й раз. Уже 5-й. Да. Это у вас любовь или вот по да, делам это... просто? И всегда зимой приезжаете? Это и любовь, и по делам. Я первый раз приехал осенью, был снег. Я приехал зимой, в январе был снег второй раз. Третий раз я приехал в марте, был снег. И, наконец, я приехал этим летом, и была... Был снег. Да, был снег, была такая жара, что я прям не поверил даже. Ну вот видите, у нас из крайности в крайность. Да. Мне кажется, 3 раза в снег приезжать не ожидаешь уже жары. Да, я не ожидал, я не думал. Ну как вам погода? Или вы ждали минус 50? Я очень люблю мороз. Я очень люблю мороз, и якутский мороз, он сухой. И мне, как москвичу, привыкшему к такому влажному климату, он кажется прям такой классный, заряжающий, бодрящий, поэтому мне очень нравится. Ну, комфортно. Мне очень нравится, да. Очень хорошо. Новый год у нас настоящий. Я просто созванивался с людьми, кто на югах живет. Говорит, елка дома стоит, за окном дождь, вообще непонятно, что происходит. Значительно лучше, когда 4 сезона, прям классно, весело. Ну вот вообще вы являетесь главным редактором многих бестселлеров, насколько нам известно. Работали и с людьми, которые и в списке Forbes в том числе находятся. Как бы вот охарактеризовали вы мышление богатого человека? Плюсы, которые могут проявить в себе, в принципе, любые, может быть, люди, чтобы стать успешным, какие могут быть? Да, у меня был опыт, такой позитивный опыт работы над действительно бестселлерами, как «Просто делай просто», вот Оскар Хартман, к примеру. И что я для себя выявил, да, общаясь вот с такими людьми неординарными. Например, они считают, что когда не получается что-то, это нормально. А наоборот, странно, когда все получается. И у них очень высокая толерантность к неудачам. То есть они терпят огромное количество неудач, но просто за счет того, что они очень-очень много делают, у них получается. Какие-то единичные проекты, и они становятся супер успешными, потому что там фокусируется все внимание. Ну, в принципе, многие даже говорят, что, по идее, во-первых, спортивная, да, и военная, без поражений не бывает побед. Опять же, любые ошибки — это в первую очередь опыт. Они не могут, а опыт не может быть плохим или хорошим. Вот они, наверное, и конвертируют все неудачи в опыт. Да, они понимают, что все это игра низких вероятностей, и действительно очень большое количество проходок, которое дает хороший такой опыт, именно такой подходящий. Закалку, да. Да. Евгений, ну мы хотим сейчас немножко затронуть вашу сторону, такую, скажем, сторону психологии, да. Чтобы вы, вот как человек, разбирающийся в этой сфере, да, посоветовали, да, вот как проводить старый год, встретить новый, да, без какого-то вот рутинного плана. Так, чтобы все это не превращалось в рутину. Да. Есть несколько способов, но такой хороший способ, действенный, это принятие мысли, что такого дня, как сегодня, больше никогда не будет. И он никогда не случится. И с одной стороны, это вроде бы очень такая простая и банальная мысль, но с другой стороны, надо понимать, что при таком подходе у вас появляется ответственность к тому, что вы делаете, да, делаете сегодня, и как вы проживете сегодняшний день. Поэтому я вот всем рекомендую взять это на вооружение. Это действительно очень хорошо работает и сказывается на качестве жизни, повышает. Ну вот немножко теперь перейдем в лингвистическую, да, сторону. Вы 15 языков знаете, ну вообще мне, как
человеку, который знает русский матерный, ну ладно, еще немножко английского и один из языков программирования, и то как бы так поверхностно, всегда странно слышать, что вот там такой-то человек столько-то языков знает. То есть там, когда до 10 и больше доходит, ну невероятно, даже мне 5 кажется. это, в принципе, Как вообще обучиться такому количеству языков? И на ваш взгляд, какой самый сложный язык из тех, которые вы знаете? Да, я думаю, вы еще язык тела очень неплохо знаете. И многие из нас знают. Язык тела, да, невербальное общение. Ну, на самом деле это большой труд, и я всю свою сознательную жизнь с раннего детства занимаюсь языками. И, наверное, это прежде всего это внутреннее такое чувство, что ты не можешь это не делать. Такая форма любви, что ты не можешь не заниматься языками, не учить языки, там, не преподавать их. Это то, без чего я не чувствую себя счастливым. Поэтому я вынужден это делать, но, в принципе... Уже такая зависимость к изучению. Да, это хорошая зависимость. Да, зависимость к изучению, к обучению. Ну, таким образом я развиваю свой мозг. Поэтому это маленькие шаги, сила малых шагов. Вообще все мы очень переоцениваем рывок, да, и недооцениваем малые шаги. Но если малые шаги на большой дистанции, они складываются в нереальный прогресс. Марафоны и спринтеры. Да. И поэтому вы не можете там похудеть за один день или научиться чему-то, но на протяжении какого-то времени, даже 5 минут в день, 10, дают результат. А во всех странах побывали? Вот языки выучили? Я был в 65 странах, я долго жил в разных странах. В Китае я жил в Италии, я жил где еще, в Израиле жил. Вот, и я много путешествую. Какой самый сложный язык? Ну, китайский, наверное, достаточно такой сложный. Там немножко звук не так поставил, уже другое слово. Да, там тоны, да, это непривычно. Но на самом деле в русском языке у нас же есть интонации, это те же тоны, да, поэтому... Вы в 5-й раз в Якутии, а якутский? Я учу якутский, Учите, да? Да, я учу якутский, и у меня много друзей, которые говорят на якутском. Я уже неплохо понимаю, и я жду своего учителя, когда придет ко мне тот учитель, который, значит, с которым у меня будет совпадение и который даст мне вот этот толчок. Ну вот, а из всех языков, которые вы знаете на сегодняшний день, ну, про самый сложный, да, вы сказали, китайский, а можно ли выделить какой-нибудь, ну, вот, самый, наверное, ну, любимый, скажем так? Это вот как вопрос там про детей, у меня 3 детей. Какой самый любимый у вас? Ну, мне нравится, как звучит очень португальский в бразильском варианте. Многие, кстати, это отмечают. Да, это очень красивый такой певучий язык. Итальянский очень такой приятный язык. Ну, французский тоже. Французский очень классный. Про итальянский язык тесно ли связь вот с этим? То есть это часть языка или это все-таки... Да, без этого, да, вот это вот. Без этого. Есть какая-то азбука, вот как правильно делать руку. В принципе, можно уже не говорить, можно только вот это, да, оставить, и все будет хорошо. То есть, ну, португальский, итальянский, еще может быть какой-то вот тоже... Ну, тоновые языки мне нравятся на китайском говорить на самом деле. Ну, и вот там, не знаю, языки, значит, вот, типа сербского тоже очень прикольно, они похожи на русский. Их просто учить и на них хорошо разговаривать. Ну, естественно, английский, да, английский уже. Когда в день общаешься на нем иногда больше, чем на русском, то уже проникаешься. Проникаешься, да. Евгений, ну вы сегодня к нам пришли не один. С товарищем, можно сказать. С другом. Да, я пришел с саксофоном. Расскажите, вот как произошло ваше знакомство? О, это прям, да, это классно. Я играл на гитаре много лет, и, значит, никакой там не снискал славы. Кажется, простой инструмент, на самом деле это очень сложный инструмент. И вот мы с моим коллегой, партнером из Якутии, Сергеем Протопоповым, мы делаем ретриты. Да, мы собираем группы, значит, выезжаем и проводим обучение. И вот на этом обучении у нас был саксофонист, он, кстати, и пилот авиакомпании одновременно. Я как-то попросил у него, дай попробовать, что это такое. И я попробовал, и на следующий день у меня уже был саксофон. И потом, опять же, сила малых шагов. Я начал заниматься, я занимаюсь... Потихоньку. Я занимаюсь, да, я регулярно занимаюсь, у меня поменял инструмент, у меня очень крутой педагог. И потом как начали приглашать туда, сюда. И вот даже сегодня я играю концерт в одном из клубов, поэтому как-то вот так вот получилось. И
Главное, чтобы вам это нравилось. Ну, я предлагаю, концерт у вас сегодня будет, немножко такой демо-версию сделаем. Предлагаю вам тоже что-то исполнить сегодня в нашей программе, тем более, что пятницу мы всегда музыкой завершаем. Да, мне бы хотелось сыграть классную песню «Якутяночка моя». О, здорово. Да, она же очень такая якутская. Да. Так, сейчас. Все знают Лёва Севера. Тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует? Тут без вариантов. Давай с тобой нашаманим погоду. Давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу. Якутяночка моя, я потанцую с тобою. Мы дети Азии, мы дети планеты Земля. Должен увидеть, как танцует якутяночка моя, якутяночка моя. Здорово, здорово. Мне кажется, настроение всем нашим зрителям вы сегодня подарили. Да, Евгений, Евгений Ковешников был у нас сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо за эту энергию, за это настроение. Человек, талантливый, вам дальнейших успехов. Благодарю вас, очень приятно. Наверное, даже вот подтверждение фразы «талантливый человек, талантлив во всем», не зря говорят. Кстати, хорошее пожелание всем. Если у человека есть хотя бы один талант, он талантлив во всем, просто к остальным талантам надо дойти подольше, чем к основному. Да. Отлично. Вот. На этой прекрасной, замечательной ноте, уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. Вам, Евгений, спасибо. Благодарю. Увидимся на следующей неделе. Отличных вам. Не забывайте про свои таланты и развивайте их.